Как сообщает источник РИА Новости, российские пивовары попросили поддержки у государства. Дело в том, что пивные производители опасаются кризиса в своей отрасли, причиной которого может стать ряд негативных факторов, таких как рост акцизов на алкогольную продукцию, снижение объемов производства и увеличение стоимости сырья. Стоит ли местному производителю опасаться дефицита ликвидности, узнали у специалиста ведущего предприятия пивной, ликероводочной и безалкогольной продукции, начальника пиво-безалкогольного производства ФАПК «Якутия» Сергея Быкова. Но у нас, допустим, сейчас каких-то критических таких моментов нету. Солод мы используем полностью российский, 100%. Перешли мы на него полностью на 100% в 2019 году. Потому что уже на тот момент был рост импортного. Если раньше он там порядка 60 рублей, да, стоил, российский стоил 30 рублей, да, мы уже начали от него отходить. И в итоге он, по-моему, в 2020, 2021 уже за 100 рублей за килограмм начал переваливать, да. А наш солод, в принципе, пока цена держится. То, что мы вот до всех этих событий, да, заказывали, вагон солода привозили, и сейчас мы везем, цена не изменилась. По мнению специалиста, некоторые трудности могут коснуться крупной транснациональной корпорации из-за санкционных мер, что вполне может сыграть на пользу отечественному производителю, создав для него дополнительные условия роста. В данной сложившейся ситуации мы, наоборот, так скажем, набираем обороты, потому что многие марки, они подняли свои цены, да, то есть сейчас люди начинают узнавать местную продукцию. До этого, если как бы все, ну, так скажем, гнались за брендами, то сейчас они уже больше как-то присматриваются и к местным производителям, и все больше и больше появляется у нас ценителей и любителей нашего пиво. Почему? Потому что мы сейчас напрямую везде стараемся транслировать то, что пиво у нас здесь варится, то, что это не порошковое, это все варится, все по технологиям, да, и оно свежее постоянно. Вот, и поэтому как бы продажи у нас по пиву растут. Утешает то, что мы нашли поставщиков сырья именно в России, то есть что нам будет гарантировать, в принципе, бесперебойную работу. Мы к этому стремимся. Ну, за счет того, что идет спрос, вырос прям в разы. За счет этого, конечно, у нас такие были напряженные моменты, но, тем не менее, вместе с заводом мы их обходим. Также производители отмечают рост цен на логистические услуги. Но, по словам специалистов, на себестоимость продукции это значительно не повлияет. Надежда Кузнецова, Алексей Елисеев, ТВТН, Якутск.